Во время записи фильма памяти усопшего Нила Гавриловича Морозова случилось невероятное происшествие. Никто это не увидел, не заметили. Событие происходило в зале ритуальных услуг в Чебоксарах. Приступая к своему делу, видеозаписи, я сообразил, что-то мне подсказало, что нужно начинать с цветов. Цветы находились в ведре, затем плавно переход к наградам, затем взору зрителей открывался гроб спокойным, а затем, никуда не перемещаясь с места, где я стоял, медленно поверх гроба с усопшим выйти к стене, где портрет Нила Гавриловича. Следуя по этому сценарию, я так и поступил. Но вот случилось невероятное, что заставило меня вздрогнуть. От неожиданности стоящие вдоль стены этого не заметили. В зале гробовая тишина, за исключением на потолке работала вентиляционная вытяжка и еще откуда-то непонятная музыка. Я пригнулся, начиная запись в режиме видео, и вдруг слева цветы, стоящие вертикально в ведре, вздрогнули, и одна веточка упала на край ведра. Как это может быть? Цветы стояли в сцеплении с бутонами. Кто их привел в движение? И вот, и в эту же секунду я почувствовал, как какая-то неведомая сила пронзила мое тело. Я выстоял, не выключил камеру. Но вот вопрос, какая невидимая рука вырвала цветок и выронила на край ведра, а все остальные бутоны задрожали. А затем справа от себя я услышал какой-то треск. Есть повод, над чем задуматься. И ответа у меня нет. И все же, как мне кажется, эта неведомая сила, она была, она присутствовала в ту минуту среди нас. Так Нил Гаврилович обозначил свое присутствие. Не это ли бессмертие? Когда понимаешь, страхи отступают. Нил Гаврилович Морозов. В возрасте 99 лет вследствие тяжелой болезни ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почетный председатель Чувашского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Российский союз ветеранов. Нил Гаврилович родился 23 сентября 1925 году в деревне Отнашево Шевазанской волости Цивильского уезда Казанской губернии. Будучи девятиклассником, участвовал в возведении оборонительных рубежей на склонах оврага под Янтиково. В ноябре 1942 года ему вручили повестку. Прошел курсы радиотелеграфистов. Затем окончил Московскую школу старших радиоспециалистов. С лета 1942 года участвовал в боевых действиях при освобождении Белоруссии, Польши, Германии. После Кёнигсберга его направили на Дальний Восток, где он принял участие в советско-японской войне, вернулся домой в 1947 году. В 1950 году окончил Казанскую юридическую школу, позднее заочно Всесоюзный юридический институт. В 1950-1962 года работал в правоохранительных и партийных органах республики. В 1963
по 1973 годах юристом проектно-конструкторских организациях Чебоксар. В 1973 по 1994 годах преподавателем права Чебоксарского кооперативного техникума Чувашпотребсоюза, юристом Чебоксарской заводбытбазы. Также Морозов принимал активное участие в общественной жизни республики. Он стоял у истоков создания Музея воинской славы Чувашии, возглавлял Совет музея. Эта фраза может показаться странной и противоречивой, но именно такую мысль высказывал один из величайших умов человечества – Альберт Эйнштейн. Что же он имел в виду? Альберт Эйнштейн был не только выдающимся ученым, но и глубоким мыслителем, часто размышлявшим о природе реальности и человеческого существования. Его знаменитое высказывание «Энергия не может быть создана или уничтожена, она может только изменять форму» легло в основу его философских взглядов на жизнь и смерть. Эйнштейн считал, что наше сознание, наша душа – это тоже своего рода энергия. И если энергия не исчезает, а лишь трансформируется, то и наше «я» не может просто прекратить существование. Оно лишь переходит в иную форму, недоступную нашему физическому восприятию. Таким образом, мы приходим в этот мир с целью познаний. Случилось это накануне моего 40-летия. Это событие 1999 года. Мне приснился сон. Во сне я умер и представился. В светло-серых оттенках бесконечное помещение. Нет ни углов, ни потолков. И вдруг, откуда ни возьмись, возникла тень. Тень разомкнулась, из тени выросло 3 силуэта. И вот старший, что повыше, мне говорит: «Хватит тебе жить, мы решили забрать твою душу». Задрожал я от страха, пал я на колени, слезы мои хлынули из глаз. Отныне мне свои не спеть мне песни, не могу уйти от жизни в этот час. Нет сына моего для продолжения, нет книжицы мою судьбу для осмысления. На земле осталось много дел, верните мою душу в мое тело. И было сказано: мы подумаем. И в эту минуту тени сомкнулись. Мгновение ожидания, вечность недоступная для прозрения. Вернулись божественные тени, и вдруг один из них мне молвит: таких, как ты, мы создали 7 человек. Но ты оказался лучше всех. Дадим тебе времени столько, сколько ты прожил.